Салам алейкум, дорогие подписчики, всем привет. Пришло время уже появления ребенка. Ребенка уже мы рожаем. Они мне это положили на кушетку. Они говорят: подними ногу и тушься. Я говорю: не поняла. Мне поднять ногу, держать ногу или и тушиться? Мне дайте одну задачу: либо тушиться, либо ногу держать. Ребенку уже идет, принесите это, как это вот, кресло, быстро кресло принесли. На кресло мне аккуратно они подняли. Я сама, как они подняли, они вместе, как это мне это на кушетку как подняли. Сама поднялась на кушетку, да, ребенку уже идет на кушетку. Потом я лежала, они мне помогли подняться. Лежала, ой, говорю, как хорошо. И схватка начинается. Я говорю: "Ой, как здорово!" И схватка уже как идет. Давайте, наберите силу, наберите, давайте. Я говорю: "О, Аллах, помоги мне, пожалуйста". Там еще я говорю: "Аллах, помоги мне, пожалуйста". Уже давайте, ребенок уже идет, рождается, появился на свете. Ребенок появился на свете, и я говорю: "Вот это другое дело", говорю. На кушетку, говорит, поднимите, держите ноги и тушитесь. Как это мне? Мне надо тушиться, они тоже ноги держат, правильно? А мне не было это удобно рожать на это, как это, кушетка, кто-то это щас рожает, да? Какой-то метод, европейский метод, как называется. А я как человек СССР, мне удобно, как на кресло. Я сказала СССРский, принесите, пожалуйста, эту кушетку. Потом они, это есть это кресло. Потом на кресло я как это гинекологическое кресло я родила. Как моя мама рассказала про СССР, они родились тоже на кресло. Я тоже успела рожать на кресло. СССРский человек. М, вот так. Гинеколог, стоит, рядом со мной, а акушер принимает род. А я так смотрю, практиканты столько там стоит. Ну, а практиканки, они как это смотрят, что у женщины еще первый род, 40 лет, сама естественным путем рожает. А гинеколог говорит: "Какая вы умная женщина, молодец". Морально она мне поддерживает. Сейчас это у вас девочка появится на свете вашей, это, наверное, она тоже будет, как вы умная, наверное, она умнее будет вас. От умная мама, говорит, она умнее, это ребенок это появится на свете. А она спрашивает: "А вы кем работали или работаете?" Я говорю: "Я преподаватель и полиглот". Полиглот, о! Я полиглот говорю: говорит: "Давай, тушимся". И потом, когда это уходит: "Полиглотом работаете". Ой, какая я молодец. И потом это ребенок появился на свете. Вот понимаете, никого не слушайте, пожалуйста, никого. Своим головой. И гинекологом это по телефону общайтесь. И читайте книги про беременность. Я книгу читала про беременность. Гинеколог общалась и своим головой. Никого не посоветовала. Ни женщин, которые 10 детей родили, ни женщин, которые 6 детей родили. Мне это не интересно было, кто сколько родила. Мой род– это мое рождение ребенка, это мое тело, потому что каждое тело индивидуальное тело, понимаете? Тем более у меня сколько выкидыш было, матка у меня была очень какая-то, как сказать, тонкая такая, это нежная. И я должна была беречь это себе и свои, как это, женский орган. Поэтому я ни с кем не общалась, ни с кем не посоветовалась, кроме гинеколога, кроме чтения книги, кроме своей головы. И да, вот так. Поэтому так что берегите себя и как это своей беременности. Не слушайте никого. Читайте книги, пожалуйста, и общайтесь с гинекологом и головой связь с Аллахом, иншаллах. Так что вот так. Я не кричала, не орала, не ныла. И не ругала ни с кем, врачам. Я сказала: "Дайте мне, пожалуйста, оставьте мне покой, чтобы я хочу чувствовать, как стану мама". Да, такое это необъясняемое, это такое ощущение, что не объясня я не могу объяснять вам, какое счастье мне было, какое радость было моё, это внутренний мир внутри у меня. Духовное было это, как это радость, это счастье было, что я 40 лет стану мама. Первый ребенок, которого, что врачи это сказали: "Не надо рожать, не надо забеременеть, не надо". А я сказала: "Я хочу, Аллах мне поможет". Вот, потом они сказали еще: "Через год можете еще забеременеть". Я сказала: "Больше не хочу". Через год. Вы же сказали до этого, а теперь вы хотите, а я не хочу. М?
Когда нас выпишут, это, они УЗИ делают, это, ну, как перед выпиской, это УЗИст говорит: "А у вас матка такая вот, вы сможете как это самое, как еще рожать через год, забеременеть, рожать". Я говорю: "Спасибо за совет, пока я буду отдыхать". Вот так. Еще у меня это миома есть по задней стенке. Эта миома у меня уже 25 лет со мной, эта миома по задней стенке. Из-за миомы тоже сказали, это очень аккуратно, когда беременеете. А вот это размер, это миома уменьшился, это уменьшился это во время беременности. Наблюдаю, ну, нормальный размер. До сих пор это 25-й, 2001 год, мне первый раз миома появилась по задней стенке. А вот это УЗИст, это когда это перед выпиской в роддоме она сделала. Сказала: "Миома у вас, это как это размер очень какой-то маленький". Да, вот так. Это все милость Аллаха. Это поэтому уповаем на Аллаха, читаем книги при беременности, не слушаем никого, только общаемся с гинекологом и головой с Аллахом. Хорошо? Все будет замечательно. Благодарю за внимание.